Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің есімім Маржан Ордабай. Бүгін біз жол бойындағы сервис нысандары туралы сөз қозғайтын боламыз. Біраз уақытта біздің эфирге Қазавтожол ұлттық компаниясының басқарма төрағасының орынбасары Алмаз Жанатұлы қосылады. Ақылов Алмаз Жанатұлы. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сейчас Казавтожол, представители национальной компании Казавтожол выйдут в эфир, ответят на многие ваши вопросы. Меня зовут Маржан Ордабай, я являюсь руководителем пресс-службы национальной компании Казавтожол. И буквально с минуты на минуту, через некоторое мгновение, к нам присоединится заместитель председателя правления национальной компании Казавтожол Акылов Алмаз Жанатович. Я приветствую всех. И сегодняшняя наша тема прямого эфира – придорожный сервис. Для всех тех, кто хочет открыть бизнес вдоль дорог в это непростое время, мы готовы ответить на все ваши вопросы, мы готовы помочь вам, направить вас. Для всех тех, кто готов открыть бизнес вдоль республиканских трасс. Алмаз Жанатович, расскажите, пожалуйста, про придорожный сервис вдоль республиканских дорог. Что сделано, какие планы, какая ситуация на сегодняшний день сложилась? Спасибо за предоставленное слово, Маржан. Да, уважаемые зрители, хотел бы вам вкратце рассказать о придорожном сервисе, осветить сегодня текущую ситуацию в отрасли придорожного сервиса, показателях и достижениях на сегодняшний день. По второму моменту хотел бы также описать по мерам поддержки. Сейчас нас смотрит много подписчиков, много предпринимателей. Хотелось бы внести такую ясность, чтобы было понимание, как начать бизнес, с чего начать, какую меру поддержки мы можем вам предоставить от имени Казавтожол. Да, Маржан, спасибо за предоставленное слово. Хотел сказать, да, на сегодняшний день на республиканских дорогах существует 1824 объекта придорожного сервиса. 52% из них, это 902 объекта придорожного сервиса, соответствуют национальному стандарту, а 48 не соответствует, к сожалению, 858 в количественных выражениях. Почему оно не соответствует, я хотел бы пояснить. 99% несоответствия на стандарту, 48% это является элементарное отсутствие теплых благоустроенных туалетов на объектах сервиса. Также хотел вкратце разъяснить, что такое национальный стандарт, чтобы было понимание. Национальный стандарт он описывает требования для объектов придорожного сервиса, где объекты придорожного сервиса подразделяются на 4 категории. Категории А, Б, С, Д. То есть 4 категории, в которых конкретно описано, что должно в себе содержать. Да? Первая, самая крупная из них является категория А, это многопользовательный АЗС, СТО. Также Б-категория. Такой же перечень друг от друга не отличается только в размерах, допустим, посадочных местах. Категория А это более 40 мест, не меньше 40. А в категории Б это до 40 мест, а также по гостинице. В категории А должно быть 25 мест, допустим, в категории Б уже меньше, до 15 мест, как минимально. Также есть... Категория А и Б, я прошу прощения, что я вас перебила, да. Категория А и Б это придорожный сервис, где обязательно должна быть гостиница, верно? Да, верно. Она должна, есть на стандарте описано, что должно содержать данной категории. Так что, и вместе с тем еще имеется у нас СД, это пункт питания, пункт питания, где вот небольшие кафе, какие-то небольшие магазины, это С-категория. А также есть категория Д. В основном к ним относятся это автозаправочные пункты с розничной торговлей. Хорошо. На сегодняшний день мы проводим...
Я прошу Да, прощения, да. уважаемые подписчики, для тех, кто только что присоединился, я хочу вам напомнить, у нас на связи сегодня заместитель председателя правления акционерного общества национальной компании «Казавтожол» Акылов Алмаз Жанатович, который сегодня расскажет все про придорожный сервис. И прямой эфир посвящен для тех людей, которые хотят открыть бизнес вдоль дороги. Мы поможем вам, мы подскажем, какие первые шаги нужно сделать, какие направления вам подскажем, чтобы немножко смягчим, наверное, если правильно будет сказать, бюрократию. Алмаз Жанатович, скажите, пожалуйста, какое вот к нам уже поступает много вопросов, уважаемые подписчики, пишите, пожалуйста, свои вопросы. На каждый из ваших вопросов мы, если даже не успеем ответить в прямом эфире, мы обязательно ответим в дайректе или на странице Казавтожола. Алмаз Жанатович, скажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть между придорожными сервисами? И если придорожный сервис делится на категории, то вот между категориями какое расстояние должно быть? Данное расстояние в национальном стандарте описано, есть конкретика. Расстояние 80-120 километров, а категория С 20-60 километров, а категория Д 40-50 километров. Такое вот расстояние регламентировано. Для удобства данной категории у нас сейчас на самом деле идется работа активно по обустройству площадок отдыха. Я, наверное, плавно перейду к приведению объектов придорожного сервиса в соответствие и вместе с тем буду освещать вопросы по мерам поддержки. Самый такой актуальный вопрос, который интересен для слушателей, я так думаю. Да? Что мы можем предложить в рамках поддержки Казавтожол? Мы предлагаем, на сегодняшний день у нас имеется 651 площадка отдыха на республиканских дорогах. На данных площадках мы предлагаем предпринимателям за площадками отдыха брать участки и за площадками отдыха строить кемпинги, строить объекты придорожного сервиса, что дает большую помощь предпринимателям, так как не надо строить паркинги, потому что мы обеспечиваем данной площадкой паркинг для придорожного сервиса. Казавтожол вместе с тем будет вести работу по очистке, по содержанию данной площадки, будет вывозить мусор, следить за освещением данной площадки. Такую вот помощь мы хотим предложить для предпринимателей. Вместе с тем мы разработали меру поддержки на нашем официальном сайте, все подробно описано в разделе «Придорожный сервис». Мы предлагаем бизнес открывать от малого до великого, так скажем, да, смотря на финансовые возможности предпринимателей. Мы предлагаем на сегодняшний день устанавливать модульные конструкции некапитального типа. Также вместе с тем участки выделяются за площадкой отдыха. Данную работу проводит местный исполнительный орган, эту работу проводит акимат, то есть к нам поступает заявка, у кого имеется, допустим, участок для примыкания к полосе отвода, так скажем, дороги, да, грубо говоря, простым языком говоря, предприниматель нам дает заявочку, мы ее обрабатываем, выдаем технические условия, мы выдаем согласование для примыкания к данному участку. У нас имеются проекты категории А и Б уже готовые. Если предпринимателю необходимо данный проект, мы его предоставим проектировщику, то есть предпринимателю. Также можете бесплатно абсолютно скачать на нашем официальном сайте проекты категории А и Б. И более подробную информацию узнать на официальном сайте. Также хотелось бы дополнить, что все заявочки принимаются в электронном виде. Очень удобно
сидя за компьютером, вы можете набрать свое прошение, направить нам отсканированном виде и получить обратную связь. Можете также обратиться в колл-центр 1403, где вам могут подробнее рассказать. И на нашем сайте есть все контакты, необходимые для обратной связи. Мы к каждому предпринимателю подходим индивидуально. И лично я сам отрабатываю каждую заявку, прослеживаю, чтобы данная заявка была проработана, чтобы нашим ответом были удовлетворены потребители и также бизнесмены, которые хотят развивать сервис вдоль автомобильных дорог. И подход индивидуальный каждому. Также мы можем предложить дизайны, эскизы. У нас много проектов, готовых решений, потому что мы сейчас ведем большую работу в этом направлении. И со всеми... Прощения, что вас перебиваю. Да. Я прошу прощения, вас перебиваю. У нас поступил первый вопрос. Взять участок для строительства придорожного сервиса. Вот вы уже ответили на второй его вопрос. Должен ли... Маржан, смотрите, такой момент, да, вы можете развивать данный бизнес, мы вас поддержим в любом направлении, мы индивидуально подойдем, я повторюсь, да, каждому отдельно. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть, можете звонить в любое удобное для вас время, я лично готов ответить на все ваши вопросы, помочь в этом направлении совместно с другими государственными органами. Мы готовы вам помочь. У нас есть и соглашения и с акиматами, и с другими, то есть государственными органами. Конечно, более подробную информацию предоставит акимат, потому что выделением земельных участков занимается акимат. Акимат может в свою очередь подсказать, данный участок свободен или нет, подать заявку, и после подачи заявки данный земельный участок будет реализован путем проведения аукциона. После приобретения данного земельного участка предприниматель подает нам заявочку, предоставляет свой эскизный проект, мы даем, конечно, согласование и технические условия для примыкания к нашим площадкам отдыха. Это получается 240 площадок, которые уже как разные на карте Казавтожола. Да. Выберет сам участок, что тогда, вот если он выберет сам участок, вот он живет в том или ином районе, в том или ином поселке, и он видит, что в этом месте очень много останавливается людей, а там вот ничего нет. Может ли он выбрать сам участок, сам площадку выбрать? Какие действия Казавтожол в этом направлении может, какую помощь? Да, конечно, предприниматель может выбрать сам участок, если он посчитал какой-то участок перспективным, конечно, мы в этом поможем предпринимателю. Если, могу сказать так, если предприниматель затрудняется или не знает ходы, выходы, да, грубо говоря, по функциональности, конечно, через ЕГОВ можно подать заявку в акимат с координатами данного участка. Я повторюсь, акимат подскажет, где это расположено. Если какие-то возникают трудности, мы можем вам помочь совместно отработать данный участок. Если предприниматель обратится на письменном виде, скажет, попросит о помощи в выделении данного земельного участка, мы будем помогать предпринимателю, конечно же, направим письмо совместно, будем в кратчайшие сроки решать данные вопросы. Я, как ранее говорил, индивидуальный подход каждому предпринимателю, каждому бизнесмену, не только, так скажем, крупному и малому бизнесу. Даже если человек захочет модульный конструкт поставить, мы, конечно, этим вопросом займемся, потому что каждый объект сервиса для нас дорог. У нас индивидуальный подход, потому что мы в первую очередь хотим обеспечить для пользователей автомобильных дорог комфорт в, допустим, момент путешествия, чтобы человек был обеспечен благоустроенным туалетом, мог спокойно посетить какие-то магазины, какие-то заведения по общепиту. Да, конечно, мы в этом направлении помогаем. Да, акимат тоже даст разъяснение и о выделении данных земельных участков. А вот, Алмаз Жанатович, у нас поступают вопросы уже в прямом эфире. Стоимость аренды данных участков
участков? На такой вопрос сможете ли ответить? Да, конечно, смогу ответить. Данные участки, которые находятся на дорогах общего значения, то есть дороги делятся, Казавтожол смотрит дороги. В плане того, что есть платные дороги, есть, грубо скажем, вот на платных участках предоставить предпринимателю площадку отдыха сроком от 3 до 7 лет путем подписания, предприниматель может путем подписания договора установить свой павильон придорожного сервиса, но модульного типа на нашей площадке. Это стоимость здесь делается все. Дорогах, которые, так скажем, вот на общих значениях, бесплатных дорогах, это, конечно, там прорабатывается, там есть правила комитета госимущества. Там у комитета госимущества есть сайт, где они проводят реализацию аренды и реализацию данных участков. Я еще раз хочу напомнить нашим зрителям, нашим телезрителям, нашим подписчикам, что сегодня с вами на связи представитель «Автожол», заместитель председателя правления Акылов Алмаз Жанатович, придорожный сервис. Тема посвящена, эфир прямой посвящен тем людям, бизнесменам, которые хотят открыть бизнес вдоль наших дорог. Мы готовы пойти к вам навстречу, мы готовы оказать вам помощь, мы готовы рассказать вам, все разъяснить. И сейчас у нас иногда происходит сбой со связью. Вот Шынар Кызы пишет: не ответили, сколько стоит. Шынар, это абсолютно бесплатно. Выбираете участок или выберите участок на нашей карте, и добро пожаловать. Да, Шынар, хотел сказать, у нас имеется 651 площадка. Данные площадки вы можете просмотреть на нашем официальном сайте. Все площадки отмечены. Более того, сейчас у нас начата работа по цифровизации этих площадок отдыха. То есть в чем удобство? Вы, не выходя из дома, можете посмотреть удобный участок дороги. Сейчас вот участок реконструкции у нас вот потихонечку идет работа. Я думаю, в кратчайшие сроки мы дадим вам полную уже реализованный проект. 360 градусов имеется фотографии. Там будет описано, есть ли электричество, нет ли электричества. Вот, не выходя из дома, то есть вы можете посмотреть, отправить нам заявку, и совместно с акиматами мы этот вопрос проработаем. Если вы хотите на платных участках разместить модульную конструкцию это, то есть привезли краном, грубо говоря, поставили, подсоединились к электросетям и спокойно работаете. В этом мы вам окажем максимальное содействие и максимальные короткие сроки, без бюрократизма и длинных сроков мы вам гарантируем, что вы будете вести свой бизнес. Мы приветствуем таких предпринимателей, мы призываем таких предпринимателей вдоль наших дорог. Вот, Маржан, я думаю, такие вот моменты. Вот, Алмаз Жанатович, к нам поступает очень много вопросов, и, к удивлению, именно по теме, информационное агентство «Инна Алматы» задающий вопрос. Определены ли точки дислокации установки санитарно-гигиенических узлов? И будет ли создан связью? Да, что-то грубо. Да. Я услышал, да, вопрос, Маржан, да, все места устройства санитарно-гигиенических узлов определены, имеется карта расположения санитарно-гигиенических узлов, все санитарно-гигиенические узлы будут установлены только на площадках отдыха. То есть вдоль дорог на всех площадках отдыха в виде санитарно-гигиенических узлов там будут предусмотрены, как ранее говорили, комната матери и ребенка,
и все такие вот удобства. В том числе на новых участках реконструкция автомобильной дороги, на которых предусматриваются только благоустроенные туалеты. На существующих площадках туалеты будут заменены со временем заменены на более комфортабельные санузлы. Данная работа будет проводиться за счет предпринимателей. С республиканского бюджета не будет ни копейки не выделяться, да, не тратиться. Хорошо. Алмаз Анатольевич, возникает такой сопутствующий вопрос. Вот вы говорите, определенные точки дислокации, имеется интернет. Смотрите, приходит предприниматель и говорит: ребята, я хочу открыть именно вот здесь туалет, потому что я там рядом живу, потому что я вижу, что очень много машин проезжает, и он здесь действительно нужен. Это вот как в городе, наверное, с пешеходным переходом, да, если сравнить, да. Где люди сокращают свой путь. Да, есть. Вносить изменения после того, как предприниматель поставил свое СГУ в интерактивную карту. Маржан, да, я готов ответить на этот вопрос. Да, как я ранее говорил, вы можете выбрать любой подходящий для вас бизнес. Мы поддержим любую вашу идею. Идей много идей приходит. Если надо что-то подсказать, мы готовы с вами индивидуально отработать. Можем также в онлайн-режиме отработать. После снятия уже есть, допустим, предприниматели, которые ставят санитарно-гигиенические узлы, делают их платными, да, конечно, соответственно национальным стандартам. Вот буквально вчера разговаривал с предпринимателем, который завершил постройку данного туалета. Это вот в районе Осакаровки, Карагандинской области. Поддерживаю связь с каждым предпринимателем, который ведет данную работу. То есть я не только в начале данной работы мы отдаем, завершили, все, забыли. Такого у нас нету. Мы интересуемся, постоянно помогаем в ходе строительства, интересуемся, чем ли можем мы помочь. Где можем мы помочь, помогаем. Где ему нужна помощь со стороны местного исполнительного органа, да, мы обращаемся в исполнительный орган, просим их помочь данному предпринимателю. Да, предприниматель строит, это самый главный вопрос, и у них, конечно, возникает с сетями, да, подводными электричества. Их интересует, как протянуть, как, допустим, скважину, да, обустроить. Вот в таких вот вопросах мы поддерживаем предпринимателей. Но по согласованию, как я говорил, конечно, площадки отдыха мы максимально стараемся устраивать в тех местах, где есть электричество рядом. Все очень детально, грамотно продумываем, чтобы, допустим, вдоль дорог смотрим, чтобы данная, допустим, площадка отдыха уже как бы располагалась в удобных для заманчивых местах для предпринимателей. Хотелось бы сказать, что автомобильные дороги это артерия нашей страны. На сегодняшний день ведутся более 4000 километров работы по реконструкции, по обновлению дорог. Очень большая работа ведется. Я считаю, что после завершения всех работ по всем направлениям трасс будет большой поток автомобилей, большой поток грузовых автомобилей. Это, в свою очередь, даст хорошее развитие придорожному сервису. То есть большой поток машин, это значит уже большой поток клиентов для предпринимателей, да? Автомобильных дорог, в свою очередь, будут комфортно путешествовать уже с хорошим выбором и спектром услуг вдоль автомобильных дорог. Уже есть хорошие примеры, да, есть хорошие примеры, и уже идут, вот немного работа в связи с карантином приостановилась, ну, местами в плане того, работа предпринимателей, да, чуть усложнилась, но мы надеемся, что все восстановится, и мы войдем снова в колею и будем активно работать в этом направлении. Алмаз Анатольевич, у нас поступил еще один вопрос от
тоже зрителя нашего. Сейчас в условиях карантина, в условиях пандемии, как мы все знаем, границы закрыты. Внешние границы закрыты. Что происходит с придорожным сервисом в районах, где люди, как Чигай, Алакуль, Балхаш, именно в области туризма? Как сейчас там складывается ситуация? Маржан, да, мы туристические зоны, туристический кластер тоже рассматриваем. Но в рамках того, что мы занимаемся дорогами республиканского значения, да, в этих направлениях мы хотим, чтобы и в первую очередь наш народ, наше население было довольно, да, в ходе путешествия, чтобы с комфортом путешествовали, так можно сказать, чтобы особенно в зимнее время года обеспечить хорошим сервисом. Да, мы к этому идем, шаг за шагом, я думаю, до 2025 года мы все объекты сервиса приведем в соответствие. Такой у нас план есть, в Нурлы-Жоле есть у нас план. Мы готовы, и мы идем к этому, мы выполним этот план. Да. То, что касательно туризма, данным вопросом занимается Казахтуризм. Мы тоже принимаем участие активное в этом. Акиматы республики принимают участие. Да, там карта разработана. Казахтуризм представил уже и в этом направлении совместно с нами, то есть тоже ведется работа. Акиматы на сегодняшний день обустраивают тоже санитарно-гигиеническими узлами. И Казахтуризм, да, в этом направлении ведет работу. Там больше, наверное, вопрос Казахтуризму, конечно. Но в части нашей мы нашу работу хорошо проделываем. Да, могу с уверенностью сказать, что в ближайшее время сервис будет обеспечен. Ага, и вот смотрите, Алмаз Жанатович, поступил очень такой хороший вопрос, интересный, от galym.kzo. Помощь с правительства или от вас для предпринимателей сервисных объектов на строительство подъездной дороги. Это полоса разгона, полоса торможения и площадок отдыха. Да, Маржан, есть такое, да, мы такую помощь в том числе оказываем. Допустим, в рамках реконструкции, если предприниматель обращается к нам, что хочет построить дорогу, прошу прощения, объект сервиса вдоль автомобильной дороги, где идет реконструкция, да, мы можем рассмотреть возможность, если хороший проект, сдвинуть площадку, которая еще не построена, сдвинуть к его объекту ближе. Потому что в национальном стандарте сказано, что площадки отдыха должны быть расположены рядом с объектами сервиса или с населенными пунктами. В первую очередь мы эту работу ведем, и параллельно мы, вот сейчас реконструкция идет, и остальные участки дороги обновляются, делаются. Мы максимально оказываем помощь, помогаем объектам существующим объектам, чтобы им была помощь, чтобы они развивались. Я за то, чтобы объекты уже существующих на республиканских развивались и помогали новым предпринимателям. Потому что хороших мест вдоль автомобильных дорог, площадок очень много. Мы приглашаем всех принимать участие в этом очень активно. Вот. И да, мы помогаем в этом направлении, Маржан. Алмаз Жанатович, скажите, пожалуйста, вот еще поступил один вопрос. Евразия. Какие объекты придорожного сервиса, они увеличиваются, уменьшаются? Старые не трогаем, новые строим. Вот расскажите подробнее про это. Да, Маржан, да, мы насчет этого вопроса, да, тоже работаем, прорабатываем. Но тенденция, цифры показывают, что на сегодняшний день объекты придорожного сервиса идет в сторону увеличения. В сторону увеличения у нас, то есть идет, мы смотрим, следим за этим, ведем расчет существует,
Мы проделали совместно с сетевыми АЗС, крупными сетевыми АЗС, подписаны, допустим, с ними соглашения о обустройстве до 2024 года вдоль автомобильных дорог 94 автозаправочных станций. Но на сегодняшний день, благодаря данной работе, уже обустроено и построено площадок отдыха с АЗС около 10. То есть уже стоят от крупных АЗС заправки с благоустроенными. Наше требование, чтобы у них были хорошие благоустроенные туалеты. Самое первое наше требование, да. Еще вот такой вопрос хороший поступил. Какая поддержка идет в отношении предпринимателей? Ну, мы уже, наверное, на этот вопрос ответили. В отношении предпринимателей при аренде придорожных сервисов. Маржан, плохо было слышно. Можете еще раз, пожалуйста, связь? Какая поддержка идет от вас, значит, от Казавтожола, от национальной компании Казавтожол, в отношении предпринимателей касательно придорожных сервисов? Здесь, наверное, идет вопрос, скорее всего, касается СГУ. Да, смотрите, Маржан, я вот ранее говорил, мы хотим не только развивать новые, да, вот это, конечно, наша приоритетная задача, но существующие объекты, я считаю, что их тоже надо поднимать, им надо помогать. Много объектов, где нет электричества, где нет элементарно нормальной парковки. Вот в помощь этим объектам, допустим, где-то мы сдвигаем площадочку к ним, да? Площадку сдвигаем к этим объектам, чтобы у них была хорошая парковка, чтобы у них было освещение, чтобы у них было электричество. Активно провели переговоры с этими объектами, но взамен мы просим, ну это такое, так скажем, джентльменское соглашение, и у нас меморандумы, кстати, со всеми объектами сервиса подписаны о приведении соответствия. Все объекты над этим вопросом работают активно. Мы с ними созваниваемся, постоянно проводим совещания, да, в этом направлении ведется. Они очень положительно отнеслись к нашему предложению. Если мы к объекту сервиса можем привести площадку, объект сервиса взамен будет делать красивый ремонт, да, красивый ремонт снаружи, снутри, будет устраивать хорошие теплые туалеты, да, так скажем, друг друга оказывать взаимопомощь. Им в виде площадки отдыха, а нам потребителей дорог. Потому что мнение нашего народа и нашего пользователя автомобильных дорог, это прежде всего, это первое для нас самое главное. Да, Маржан. Я еще раз хочу напомнить нашим присоединившимся вновь новым подписчикам. Сегодня с вами на связи заместитель председателя правления национальной компании Казавтожол Акылов, который рассказывает все про придорожный сервис, как открыть бизнес вдоль дорог, с чего начинать, какие первые шаги сделать, какие есть плюсы, минусы. Мы готовы помочь всем, кто хочет открыть бизнес вдоль республиканских дорог, посодействовать во всем. Выслушаем каждого, смотрим любое предложение каждого предпринимателя. И к нам вопрос поступил с восточного Дахша. Шығыс Қазақстан облысында жолдарындағы сервис дұрыс дамымаған. Мәселені шешу үшін жоспарланып отыр. Рахмет сізге. Жауап бере аласыз ба, Алмазжан Атқұлы? Я әрине жауап бере аламын. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Жаңағы қойылған сұрағыңыздарға рахмет. Шығыс Қазақстанда өзім 3-4 жыл жұмыс атқарғам, ондағы мәселелерді білем, жолдармен де жүргем. Ол Шығыс Қазақстан облысында жаңағы қайта жаңарту жұмыстары жүріп жатыр, өздеріңіз білесіздер. Өте жаңағы
Майгапшагай жаққа қарай. Уважаемые зрители, если есть идеи, если есть вот желание, если есть какая-то возможность хотя бы небольшая, если нет, у нас есть поддержка от государства, от Байтерек фонда, от Казах Инвест, от Амикен, Даму. Данные мероприятия мы можем помочь вам. Каждую заявку мы индивидуально, еще раз повторяю, подходим к каждой заявке индивидуально. И мы будем рады, если вы нам дадите заявку, мы проработаем этот вопрос совместно с вами, объясним, поясним детально, можем пошагово разложить вам, как вам, с чего начать, какой бизнес вести, в каком месте более актуально этот вопрос рассматривать. Мы полностью прорабатываем, то есть от А до Я готовы вам помочь. Все контакты имеются на сайте нашем. Если на сайт наш зайдете, Казавтожол, cash.kz, там есть раздел «Придорожный сервис». Там подробно, понятно все описано. Там же есть кнопочка «Подать заявку». Да, ждем от вас заявочек. И также на сайте есть мои контакты. Можете, конечно, обращаться. И дополнительно мы здесь личные контакты размещу, чтобы предприниматели и желающие развить бизнес вдоль автомобильных дорог обращались напрямую. Давайте, я предлагаю, Алмаз Жанатович, все-таки последний вопрос, который да, конечно. В Восточно-Казахстанской области, Шығыс Қазақстан облысынан жолдарындағы сервис дұрыс дамымаған. Мәселені шешу үшін нақты қандай жұмыстар жоспарланып отыр? Жауабыңызға рахмет. Жаңағы тағы бір рет қайталайын, жаңа айтып кеттім, жақсы сауал қойдыңыз, рахмет. Өзім де Шығыс Қазақстан облысында 3-4 жыл жұмыс істегем. Ол жағындағы жаңағы демалыс алаңдары, объект сервисім жаңағы саласында істеп жатқан сервистерді бәрін білем, көргем, өз көзіммен жолдарында жүріп көргем. Біз қандай жұмыс істеп жатырмыз? Қазір бұл уақытта Шығыс Қазақстан облысында қайта жаңарту жұмыстары көп жерлерінде өткізіп жатыр. Мен жаңа айтып кеткендей, қайта жаңартудан кейін Шығыс Қазақстан облысында жаңағы айтамыз ғой, үлкен машина көп жүре бастайды, жаңағы жүк машиналар көп жүре бастайды. Ол машиналар көбейген сайын жаңағы жолмен қолданушылар көп бола бастайды. Жаңағы объект сервистер салынғанмен жаңағы объектілерге клиенттер көп келе бастайды. Сондықтан бізде қайта жаңарту жолында демалыс алаңдарын тиімді жерлерге, жақсы жерлерге салуды қарастырып жатырмыз. Тоғы бар, суы бар, коммуникациясы бар жерлерге. Өйткені болашақта ол жерлерде жаңағы кәсіпкерлерге дамуға ыңғайлы және оңай болады. Әкімшіліктермен де сөйлесіп жатырмыз, бәрі қолдайды. Ондай жақсы жаңағыдай начинание дейді ғой орысша, бастамаларды. Жұмыстар атқарып жатырмыз. Спасибо вам большое, Алмаз Жанатович. Зрителям я еще раз хочу напомнить, с вами на связи, на ваши вопросы отвечал заместитель председателя правления национальной компании Акылов Алмаз Жанатович. Уважаемые зрители, уважаемые подписчики, на те вопросы, которые мы сегодня не успели ответить, мы обязательно ответим в дайректе, мы обязательно ответим в комментариях. Мы обязательно с вами свяжемся. Пишите в дайрект вопросы, задавайте вопросы. На каждый ваш вопрос мы обязательно ответим. Тему эфира, я думаю, надеюсь, что подобные эфиры у нас будут еженедельно. Тему эфира, уважаемые телезрители, уважаемые подписчики, будете определять вы. По какой теме будет больше всего вопросов, ту тему мы и будем поднимать. Каждому автомобилисту, каждому водителю я желаю счастливого пути, легкой дороги. Вас ждут дома, на дорогах сильно не разгоняйтесь. Все-таки это дорога. Удачного вам пути в дороге, берегите себя. Каждому бизнесмену, который хочет открыть бизнес вдоль дорог, каждому жителю
того или иного поселка, который хочет открыть бизнес, обращайтесь, выбирайте место расположения, смотрите место расположения на нашем сайте, на карте, которая находится на нашем сайте, выбирайте, вносите свои предложения. Особенно если вы живете в том поселке, где вы хотите открыть бизнес, это у вас на глазах какой поток, какая интенсивность автомобилей проезжает, это все на ваших глазах, и вы уже сами определитесь, будет ли бизнес доходным или нет. А мы вам поможем с документами, с идеями, с планами объектов. Мы вам поможем зимой в содержании. Если это зима, мы будем убирать снег, вывозить мусор, с электричеством. По любому вопросу обращайтесь, не стесняйтесь. На наш сайт, пишите в дайрект, пишите в комментариях. Мы отслеживаем комментарии, будем следить. Алмаз Жанатович, сізге көп рахмет. Благодарю.